Пока в Калифорнии главных героев современности поставляет студия Marvel, в Ингушетии комиксы выходят из-под рук Башира Евлоева. Если у американской киностудии персонажи все вымышленные, то на страницах нашего художника есть и былинные. В данный момент я рисую разные персонажи, быстрые наброски. Это как бы для художника чисто тренировка бывает, повседневная, вот так. И показываю детям, как надо работать и развиваться в этом направлении, чтобы не было никаких страхов и как-то приспособились к искусству. Мастер-класс по рисунку карандашом заинтересовал и Валерию Петрову из Магаса. Девочка старательно срисовывает образы из произведений художника. Надо сначала научиться посмотреть внимательно. Вот ты срисовываешь с образа или как? Или у тебя в голове все? У меня есть свой стиль. Ты больше что предпочитаешь рисовать? Не знаю, зверей, людей, либо вообще неодушевленные предметы? Вот, может, пейзаж какой? Я люблю больше всего там меми рисовать, там своих персонажей из игры, там Rainbow Friends, Poppy Playtime, там из Роблокса. В рамках всероссийской акции «Ночь искусств-2022» сотрудниками музея подготовлена обширная программа. Скучать не приходится. Сейчас все внимание к Эсет Цицкиевой. Она специалист инклюзивной гончарной мастерской. Попав в ассоциацию ремесленников, Адам Галаев сказал, что есть такое место. Ты же любишь посуду, может, поедешь. Это был 2019 год. Поехала, научилась, приехала, и как-то мы 4 человек собрались в этом году и решили написать президентский грант от общества незрячих нашей Ингушетии, чтобы и им помогать и открыть эту инклюзивную гончарную мастерскую, чтобы могли не просто приходить на занятия простые люди, но и люди с ограниченными возможностями. Глина не пластилин. Форму, если ее правильно зафиксировать и не удержать, быстро теряет. Но под чутким присмотром мастера слепить кувшин им все же удается. Занятие по душе здесь может найти каждый. К примеру, поклонникам японской культуры можно попробовать себя в оригами. Мастер Марета Наурузова всему научит. Мы сейчас делаем сердечки из модульного оригами. Мы уже делали модули и собираем сейчас из них сердечко. Модули — это детальки, да? По-другому? Да, это вот такие модули из прямоугольников. Ходить конем или все же переждать наступательных действий противника. Впрочем, есть время подумать. Шахматисты, как всегда, сосредоточенно прорабатывают стратегию интеллектуального поединка. Нападать или обороняться? Какую тактику выбрать в шахматах? Лучше всего, конечно, нападать, одним словом. Атака — это самое лучшее, да, как бы и в шахматах это лучше, чем обороняться. Да и в жизни тоже атаковать лучше, по-моему, чем обороняться. Ну, смотря в зависимости от позиции. Бывает, некоторые позиции нужно оборонять. Да, не всегда как бы атаковать. Я знаю, ребята именитые шахматисты, да, здесь сидят? Да, тут вот сидит чемпионка СКФО по быстрым шахматам. Это Албагачиева. Да, Откуда у тебя появилась любовь к шахматам, так, что ты стала чемпионкой в этом деле? Как так сложилось? Дедушка играет, мама играет в шахматы. Ну и вы тоже решили, да? В этом году всероссийская акция «Ночь искусств» приурочена ко Дню народного единства и посвящена теме нашей традиции. Мы сегодня в очередной раз присоединяемся к всероссийской акции «Ночь искусств». И это мероприятие с каждым годом для нашего музея и для сотни людей, которые присоединяются к ней, становится уже праздником. И для таких мероприятий и мы готовим очень обширную и интересную программу. И сегодня тоже не обошлось без этого. Мы собрали сегодня в залах нашего музея интересные экскурсии, экспозиции. И самое интересное, что к нам пришло очень много интересных мастеров. Пришли мастера, которые сегодня будут показывать свои мастер-классы. Впервые мы проводим здесь мини-турниры между детей по шахматам. Сегодня присутствуют мастера по гончарному делу, и гончарный круг сегодня будет таким объектом внимания многих посетителей. В
течение всей акции желающие смогут поиграть в настольную игру «Код имен», принять участие в открытом микрофоне, ознакомиться с фотовыставками. Для гостей также проходят обзорные экскурсии. Адам Мережков, Мухаммад Белакиев, Новости 24.